17 ноября средневзвешенный курс таджикского сомони к доллару США составил 10,21 сомони к $1. Курс сомони к рублю составил 0,16 сомони за 1 рубль. Курс сомони к евро составил 10,61 сомони за 1 евро. Средние курсы продажи наличной иностранной валюты в кредитных организациях Таджикистана составляет 1 доллар США от 10,2108 до 10,05 сомони, 1 евро от 10,6172 до 10,50 сомони, 1 российский рубль от 0,1640 до 0,1655 сомони. Мировые цены на нефть в четверг утром снижаются более чем на 1%, поскольку спрос со стороны Китая остается слабым. Цена на нефть марки Brent составила $91.81 за баррель, марки ВТИ $84.42 за баррель. Цена на золото в четверг утром опускается, следует из данных торгов, при этом курс доллара растет к мировым валютам, что традиционно негативно влияет на котировки драгоценного металла. Цена составила $1765.25 за тройскую унцию. В Таджикистане к настоящему времени проживают около 755 тысяч пенсионеров, которым уже выплачено более 2 миллиардов сомони. По данным статистики, общая сумма выплат пенсий и пособий за 9 месяцев этого года составила 2 миллиарда 64 миллиона 300 тысяч сомони. Сумма средств, профинансированных агентством по социальному страхованию и пенсиям республики в январе-сентябре этого года составила 2 миллиарда 18 миллионов 400 тысяч сомони. Численность пенсионеров по состоянию на начало октября этого года составила 754 977 человек. Страны Центральной Азии обладают значительными гидроэнергетическим потенциалом, из которого используют менее 10%. Об этом заявил управляющий директор по устойчивому развитию Евразийского банка развития Конрад Альбрехт. По его словам, гидроэнергетический потенциал региона в 510,1 киловатт-час в год значительно варьируется от страны к стране в зависимости от наличия водных ресурсов. Обширные засушливые и полузасушливые равнины в Казахстане, Узбекистане и Туркменистане обладают минимальным гидроэнергетическим потенциалом или вообще не имеют его. Горные регионы Востока и Юго-Востока Центральной Азии, включая Таджикистан, это 61,1% от общего потенциала, Кыргызстан 19,4% и частично Казахстан 12,1% характеризуются большим запасом воды обильных осадков, сказал Альбрехт в ходе конференции ООН по изменению климата. Он подчеркнул, что в Кыргызстане и Таджикистане более 90% вырабатываемой электроэнергии обеспечивается гидроэлектростанциями. Представитель ЯБР отметил, что Таджикистан занимает 8-е место по гидроэнергетическому потенциалу в мире, используется лишь 4-5% этого потенциала. Совместное развитие комплексов в Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане и России могло бы способствовать дополнительному росту ВВП на 1,5% в год, увеличению водообеспеченности на 40%, привлечению дополнительных инвестиционных ресурсов в размере 22 миллиардов долларов США, отметил Конрад Альбрехт. В своем выступлении он обратил внимание и на растущую роль гидроэнергетики, особенно в развивающихся странах. Инфляция в Таджикистане в октябре текущего года составила 0,4%, об этом сообщает Национальный банк страны. В сентябре месяце было зафиксировано снижение цен на товары на 0,3%. С начала этого года уровень инфляции составил 3,5%. В годовом выражении инфляции, как сообщает Нацбанк, составила 5,2%. Правительство Таджикистана прогнозирует уровень инфляции в этом году на уровне 6%. При Министерстве инвестиций и внешней торговли Узбекистана будет создана рабочая группа поддержки инвесторов. Она займется оказанием всех услуг от встречи инвесторов в аэропорту до выдачи необходимых разрешений и лицензий на ведение бизнеса по принципу «одно окно». Об этом сообщил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, выступая на первом заседании Совета иностранных инвесторов, которое прошло 16 ноября в резиденции Куксарой. Рабочая группа будет осуществлять свою деятельность при Совете иностранных инвесторов. Координацией работы поручено первому замминистра ИВТ Лазизу Кудратову. Рабочей группе предстоит совместно с секретариатом Совета разработать дорожную карту на основе предложений иностранных инвесторов с конкретными проектами, совершенствованием законодательства для их реализации, сроками и ответственными исполнителями.